Ребят, всем здоров, всем салам алейкум, очень рад на своем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, это будет вообще очень круто и здорово, зовите друзей, может они тоже подпишутся, тогда мне будет вдвойне приятней. По вашим многочисленным просьбам, их было реально очень много, я снял видосик про скриптонита, не сказать, что это сейчас хайповая тема или еще что-то, просто реально вы просили, чтобы я рассказал о нем или прокомментировал как-то его, сделал обзор на его клипы, но я решил сделать формат таким. Первое, таким, каким Скрипи был, скажем так, каким Скрипи стал, и каким, ну и середину скриптонита, то есть начало его карьеры, середину и конец, ну то есть то, что происходит сейчас в реальном времени. Выбрал я клип первый, который я нашел в Ютубе. Я, кстати, эту песню слышал. Несколько раз мне показывал мой Кент, который дико фанател от скриптонита года 2-3 назад. Вот. Это самый первый клип 2013 года. Вот. Хочется отметить, что скриптонит там еще совсем не на стиле. Ну, в принципе, вы сейчас это сами все увидите. Велик, но это не наша игра. Понедельник, каждый день как понедельник. Кто-то упадет на старый велик. Что нравится, читка. У него совсем другая. Очень здоровская картинка. Но это другой скриптонит, ребята, это совсем другой скриптонит, конечно. Те, кто следят за его творчеством, слушают до Газгольдера, до встречи с Бастой, это был абсолютно другой человек, с другой читкой. Это лишь после он как бы... Я считаю вообще скриптонита основателем нового стиля какого-то рэпа, да. Я не могу сказать, что он делает трап или еще что-то. Нет, у него какой-то свой такой недонаркоманский, не знаю, недонакуренный какой-то рэпчик, потому что если послушать его бомбические хиты, которые, да, взорвали, да, к примеру, вот там тот же Притон, в общем, ну, на самом деле, куча песен, которые были прям в хитах, именно «Танцуй сама», это именно что-то такое, знаете, блядь, когда ты непонятно под чем, тебе что-то как-то, ты в какой-то комнате, вокруг тебя темно, ну, то есть, какой-то такой растаманский, не знаю, что ли, рэп, можно сказать, даже сложно подобрать стиль этот, вот, я не знаю, как его точно назвать, но мне кажется, именно в русском рэпе до этого никто такого не делал. Вот, поэтому, вот. А сейчас мы видим вообще абсолютно другого молодого парня, который читает в более классическом, жестком рэпе. Ну, мое мнение, можете строго не судить, я не такой большой фанат всего этого, но, тем не менее, вижу это так. Давайте еще чуть-чуть посмотрим. Папы, у него нет лаванды, у него нету ванны, я знаю этого парня, у него нету мамы, поэтому здесь все быстрее хотят наполнить карманы. Копить их один сумасшедший день, посчитай всех этих голов. Конечно, это совсем не его стиль, еще раз повторюсь, и этот клип даже по просмотрам, он достаточно маленький, там нету и миллиона просмотров, учитывая, что каждый клип Скрипи это больше 5, да, ну там 5 это самая минималка нынче, то есть популярности еще такой он, конечно, не обрел, был, можно сказать, ноунеймом, ну, не таким известным, то есть, конечно, по Казахстану его знали, тем более по его родному городу, но не более того. Вот. В общем, переходим ко второму клипу, который в свое время, кстати, вызвал немало хейта, но, тем не менее, я его очень полюбил. Не знаю, мне вот он прям сильно понравился, и я сейчас его покажу. Это именно больше середина его карьеры, мне кажется, после вот этого вот взлета с «Танцуй сама», как раз-таки вот эти все его хиты. Вот, это было уже немножко после, такое небольшое затишье, вот, и новый альбом, как бы это был сингл, ну, предстоящий к новому альбому, поэтому давайте послушаем, посмотрим и сравним, каким он вообще стал, то есть в середине. Ну вот, как раз, да, это «Дом с нормальными явлениями» или как там, презентация альбома. Давай. Так, это я мотну. Конечно, блять, клип сделали великолепный, правда, клип очень крутой, Притон. И какого мы видим скриптонита? Ну, реально, на стиле, да, ну, то есть он уже и подзабился, и отрастил патлы. Вот этот момент очень классный. Ты не знаешь где. Бля, я не буду перезаписывать видео, у меня уже кот просто заебал, он шумит на заднем фоне, и я уже несколько раз просто поначалу по новой записывал, я уже этого делать не буду, просто я заебался, можете его увидеть, наверное.
Этого придурка. Ладно, смотрим дальше. Я на самом дне притона, я в хламину. А вот я, как и говорил, это такой небольшой какой-то наркоманский рэп, которого раньше не было. Раньше никто не делал так. Вот, ну это правда. Но он не будто половина тебя. Волнуюсь или я потек. В кармане крайняя тонна, и район стелит поляну, что все прям как по плану. С утра я хочу зажечь это снова, как летом 07-го. Для каждого родного, детка, нахуй этот повод. Мне лишь нужно взять их деньги, и ты знаешь. Очень нравится момент, когда он со вискариком такой выходит среди номеров. Ведь я каждый день с тем в кепке. Спроси у тех, что в мини, что с ними. Я кричу им всем, они улыбаются. Я кричу, верчусь, игру грязных пальцев с тем в кепке. Ну вот, действительно, человек поменял свой стиль, и читка у него стала, ну, скажем так, если ты слушаешь первый раз, или даже поставьте его песни своим, там, не знаю, близким постарше, лет вас на 10, на 15, да, и кто с ней знаком с его творчеством, он сразу не разберет текста песни. И это реально сложно. И тут это уже начало замечаться. Вот. Дальше, да, идем к третьему клипу, что сейчас. По мне, так, кстати, клип очень сильно задизлайкан, вот прям почти наполовину от от лайков дизлайки. Это очень плохой показатель для скриптонита. Клип следующий — это «Вечеринка». Я посмотрел этот клип, и я, правда, вот что я вообще херово понимал текст, о чем он пел, что он там говорил. Клип, конечно, снят клево. Ну, картинка крутая, обратно стиль егошний, да, скрипе, но как он говорит, это уже вообще пиздец, ни в какие ворота. Вот я тут вообще нихуя не понял. Это моя вечеринка, одна и та же пластинка. Ну, тут еще ладно, еще как-то хуй 33 разбирается. суки взяли мою половинку. Ни с одной из них мне не нужна резинка. Ведь это моя вечеринка. Все наши... Картинка на высоте, ничего не скажешь, она очень классная, да, и вид, сам клип неплохой, прям декорации, все это сделано качественно, грамотно, вопросов нет, но, блять, как он читает, ну, сама песня мне не понравилась. Лету двери, в 2 раза меньше людей, но мне опустил. Вот ни хрена непонятно, приходится слушаться, еще ж нет, конечно, кто-то кайфует, и извиняюсь, типа фанаты скрипи, правда, простите, я ничем не обижаю этого чувака, я горжусь то, что он пробил Казахстан, просто капец, репутацию, рейтинги, да, то, что в России говорят, казахи, братишки, да, ну, многие, правда, это, я просто вот в Питере работал в галерее, на площади Восстания, и многие типа такие, а ты откуда? Я такой, с Казахстана. Он такой, откуда скриптонит? Да, Адиль. То есть его очень многие знают, и он как бы пропиарил КЗ, это правда. То есть вот казахские рэперы — это вообще, блин, сила. Я хочу даже отдельный видосик про это записать, про то, как казахи прославляли Казахстан. В целом, что хочется сказать насчет самого скриптонита. Это был клевый парень с амбициями, который взорвал в свое время и немножко, наверное, потерял себя, потому что последний альбом, который я его слушал, мне понравилась только одна песня. Это «Поворот». Поворот влево, поворот вправо. Остальное мне не залетело. Может, преданные фанаты скрипи сейчас скажут, да ты хуесос, ты ничего не понял, блядь, у него классные песни с нихуевыми текстами. Возможно, я вообще этого никак не отрицаю, но что-то как-то раньше было, блядь, круче. Может, я зануда, не знаю, может, кто-то со мной согласен. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, что угодно ставьте. Главное, ставьте и подписывайтесь. И мне будет вообще заебись как приятно. Все, всем пока-пока.